Двух женщин, граждан Беларуси, задержали полицейские Казани в Чебоксарах по подозрению в кражах у пенсионеров в столице Татарстана. На данный момент сумма ущерба составляет чуть меньше полумиллиона рублей. Но стражи порядка подозревают, что пострадавших от действий этих женщин может быть куда больше. И некоторые, возможно, пока не знают о пропаже денег. Альбина Салгараева подробнее. Вот так получилось, без попутал. Сами, говорят, не хотели, именно нечистая сила заставила двух женщин, одной 55, другой 57, прийти домой к 81-летней пенсионерке и рассказать, что ей, мол, положены дополнительные пособия, и предложить написать заявление. Пока бабушка заполняла бланк, одна из женщин тихонько обошла квартиру, нашла деньги и забрала все до копейки. А сколько денег? 140 тысяч. Бабушка обратилась в полицию сразу, как только обнаружила пропажу. На следующий день уже в другой отдел полиции обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней пришли две работницы якобы газовой службы. Пока хозяйка разговаривала с одной, вторая нашла спрятанные 300 тысяч рублей и незаметно их забрала. Заставил все тот же бес, выходит из рассказов одной из подозреваемых. Второй, видимо, та же нечистая сила, даже сказать ничего не давала. Они сидели сзади, и что она взяла деньги, и когда мы ехали назад, эта женщина, когда мы заехали, я очень не могу хорошо все это выяснить. Дела объединили в одно и вскоре установили и местоположение подозреваемых. Бесы сказали ему ехать из Татарстана подальше от экзорцистов. 19 сентября две жительницы Республики Беларусь в возрасте 55 и 57 лет были задержаны в городе Чебоксары и доставлены в Казань для проведения следственных мероприятий. Свою причастность к совершенным преступлениям задержанные не отрицают. Деньги были при них. Все похищенное изъяли и возвратили законным владельцам. Полицейские подозревают, что не все пострадавшие от их действий обратились в правоохранительные органы, а кто-то, возможно, даже пока не знает о пропаже. А потому просят всех, кто узнал подозреваемых и пострадал от обмана, обратиться в полицию по телефону, указанному на экране, или по телефону 02. Альбина Салгараева, вызов 112.